давайте про статистику. Михаил Михайлович. Добрый день. Ну, про статистику хотелось бы сказать, что на сегодняшний день у нас очень такие цифры, что на сегодняшний день ДТП произошло у нас зарегистрировано на территории города Якутска 410 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 30 человек и ранено 491 человек от общего количества ДТП зарегистрировано, ну, если по сравнению с республикой Саха-Якутия, это 47,5%. А в городе Якутске, это вы говорите про республику, да, вот это, данные? Нет, это данные города Якутска, территории города Якутска, это по сравнению от общего количества 47,5% вообще по всей республике. То есть, получается, почти половина дорожно-транспортных происшествий происходит, да, в городе Якутск. Скажите, знаете, возмущает людей, просто обыватели, вчера вот я общалась и на Фейсбуке мы сидели, знаете, вот удивляет то, что люди, ну, водители, которые едут за рулем, везде стоят вот видеокамеры, да, никто ничего не боится, ничего как бы, ну, как сказать, не воспринимает. То есть, идешь, вот стоишь на своем пешеходе, хочешь пройти, я пешеход, я не езжу, да, за рулем, хожу пешком по городу. И вы знаете, ну просто удивительно, как это, ну как сказать, машины проскакивают прямо перед твоим носом, то есть твой законный зеленый свет для пешехода и проскакивают. В чем, что вот происходит с водителями? Они не умеют ездить или что такое-то? Нет, ну все водители сдают правила дорожного движения, получают водительское удостоверение и, соответственно, менталитет, конечно, вождения на сегодняшний день вообще по республике очень такой плачевный, но по этому поводу у нас пропагандой проводятся все меры и действия, то есть печатные средства массовой информации, радио, интернет, проводятся беседы, лекции в общеобразовательных учреждениях, очень много работ проводится госавтоинспекции на сегодняшний день. Ну, вы знаете, почему все-таки происходят вот эти вот дорожно-транспортные... и еще мы вот немножко опять давайте к динамике вернемся. Пожалуйста, как мы... Ну, немножко она улучшилась, эта ситуация, или нет? Или все-таки она как-то усугубляется? Ну, вопрос такой, конечно, работа проводится очень госавтоинспекции, и все меры и действия согласно Кодексу административных правонарушений, и работа все в этом направлении очень идет. Ну, смотрите, вот, да, я вчера разговаривала с управлением дорог городского округа город Якутск, Алексей Вакатов, руководитель, да. Значит, мы разговаривали о том, сколько выделяется средств, финансов на обеспечение безопасности у нас в столице. Всего 6 миллионов. Ну, наверное, на весь город это, в общем, капля какая-то, да, выделенные средства, допустим, вот в этом году, они должны быть распределены на очень много вещей таких очень важных, в то же время и вот на профилактику, на повышение, так сказать, уровня такого как бы образовательного, да, это и в детских садах, это в школах должны проводиться беседы. Помимо этого, полностью это и, видимо, и уличное хозяйство, да, то есть светофоры и так далее, это тоже вот входит в эту сумму или как? Да, абсолютно верно. То, что озвученная цифра на сегодняшний день на улично-дорожную сеть города Якутска совсем не хватает. И то, что в этом году проведено органами местного самоуправления, работают такие, как установка светофорных объектов, где у нас 4 более полосы движения пешеходные переходы, где устроены у нас, а также установлены соответствующие дорожные знаки, вот, которые у нас идут по улицам центральным. Вот. А также очень много работ проводится нашим отделом именно в плане того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения по окраинам города Якутска. Это у нас, которые, как участки улиц Хатымрянское шоссе, Объездное шоссе, Сергеляское шоссе, Покровский тракт, Намский тракт. В этих участках не обеспечена безопасность в плане того, что отсутствует уличное освещение, отсутствуют тротуары, отсутствует пешеходные направляющие ограждения. И от неопределенного круга лиц мы уже направили в этом году в порядке 30 актов
о том, что где вот не приняты меры соответствующие. И прокуратуре города Якутска был подан иск в отношении окружной администрации, чтобы обязать обустройством именно тех участков улиц, где не отвечают согласно требованиям нормативных документов недостаткам. Ну, смотрите, это плюс к тому, да, но ведь еще, смотрите, вот по улице Орджоникидзе, ну, вчера буквально сбили ребенка, да, мальчика-подростка, попал в нейрохирургию ребенок. Ну, летом произошло или вот весной, я не помню, да, со смертельным исходом, когда, ну, мужчина погиб вот на улице Орджоникидзе, где ТРК Туймада, там невозможно поставить светофор или как-то вот, ну, люди довольно часто оживленные, вот это вот переход, где как бы, ну, люди вот попадают, велосипедист там тоже пострадал. Ну, по фактам того, что дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вчера, вот, допустим, и который смертельным исходом произошло в прошлом году. И пешеход в неположенном месте переходил. А вчерашнем ДТП несовершеннолетний, да, переходил в положенном месте, где нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на перекрестке Апмосова-Орджоникидзе. Но вот. Там разметка есть, как бы, да, вот пешеходный, как бы, ТРК, вот где Туймада. Но дело в том, что люди как-то, как сказать, ну, у меня сложилось такое вот общее впечатление, вот я пешеход. Я хожу, неважно, где ты переходишь, потому что водители, даже если ты идешь по пешеходному вот этому своему как бы переходу, да, многие машины, просто водители, они проносятся вот чуть ли не по тебе. Ну, автомобиль на сегодняшний день не надо забывать так, что это повышенный источник опасности, и пешеходы на сегодняшний день, и как мы наблюдаем, очень часто не смотрят по сторонам. То есть, как они, ну, считают себя правы, именно выходя на проезжую часть и на пешеходных переходах. Вот очень часто встречается так, что они в наушниках, все капюшонах и не смотрят даже по сторонам. Ну, в этом плане надо работу провести очень так, чтобы в доли секундах это все решается. То есть, если посмотрел, убедился бы пешеход, то, что машина останавливается, не останавливается, пропускает, не пропускает, ну, это очень вот так важная тема. Но дело в том, что переход большой, да, вот ты идешь, вроде бы машины остановились, а какая-то машина там идет следом, она может и не остановиться. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я житель города Якутска, по Покровскому тракту живу. Леднев Николай Евсеевич. Вот тут у нас по Покровскому тракту сделали тротуары, да, освещение сделали, но тротуары не чистятся, там ходить очень плохо. Как в тайге тропка натоптана, в любой момент можно подскользнуться и упасть на проезжую часть. Там будут очищать эти? Спасибо большое. Ну, на сегодняшний день возбуждено административное расследование отделом ГИБДД, и соответствующие меры будут приняты по решению. Органы местного самоуправления все направлено, и в курсе дела этому. Ну вот смотрите, как обеспечить безопасность, да? У нас же есть такой неплохой опыт, когда у нас есть надземный переход. Вот, Антон, мне очень нравится, я опять-таки подчеркиваю, что я пешеход. Город у нас небольшой, 2 шага налево, 2 шага направо. То есть я живу в центре, ну, как бы, может быть, от того, что если бы я жила где-нибудь на птицефабрике, конечно, это был бы вопрос такой, да, общественный транспорт, там, машину или как-то вот решать этот, как добираться до работы и домой и так далее. Но переход вот этот вот на как сказать, большая же как бы улица, широкая, да, Дзержинского, да, там эта улица, и переход надземный. То есть такое возможно, Антон? Может быть, мы как-то вот инициируем, как-то вот вы как общественник? Да, мы этот вопрос как раз вчера... Строительство таких переходов на оживленных трассах. Вчера была пресс-конференция с главой города Айсеном Николаевым, да, и в частности этот вопрос также был поставлен, да. Один из журналистов спросил, нельзя ли организовать побольше воздушных надземных переходов, да, но тут надо понимать, что надземный переход, он, ну, если его организация требует, ну, скажем так, правильного подхода, да, потому что ездят автомобили грузового типа, которые могут, ну, не вместиться там в некоторых местах, да, поэтому он должен быть достаточно высокий, да, поэтому есть ряд и информации от жителей старшего возраста, которым неудобно по таким переходам переходить. В том же, на той же улице Дзержинского, да,
потому что нужно будет преодолевать ступеньки, да, в то же время вот тот переход, про который вы говорите, люди с ограниченными возможностями вообще не смогут Ну, а перейти. эскалатор вообще, это как бы, это что? Нет, это мечта какая-то из области фантастики или что? Ну, если делать эскалатор, то необходимо, чтобы такой переход был, теплый, да, то есть такое капитальное должно быть строение, да, но, в принципе, идея правильная, да, но в то же время нужно понять, есть ли сейчас возможности у города, да, но в любом случае мы, конечно, поддерживаем безопасность на дорогах, но надо понимать, что ее можно достичь не только благодаря этим воздушным переходам, да. В первую очередь нужно как можно больше перекрестков, мне кажется, оснащать преградами, да, потому что если автомобиль даже вылетает, скажем, с дороги, да, чтобы он бил не прямо в пешехода, а Встречал препятствия. Да, встречал препятствия в виде там таких нормальных ограждений. Вот как раз-таки тема последнего резонансного ДТП такого, вот на улице Лермонтова, там как раз-таки вот случилось так, что препятствия не было, и автомобиль совершил наезд прямо на нескольких пешеходов. И тут же вот вопрос ГИБДД, да, у нас во многих местах в городе есть видеокамеры, которые фиксируют скорость, да, но в то же время водители почему-то не перестают нарушать скоростной режим. Хотелось бы узнать, вот, какая работа здесь ведется. Угу. Давайте сейчас еще примем. Вот кто-то висит у нас на телефоне. Юра. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте. Присоединяйтесь. Я вот вас слушаю, и у меня вот какое мнение по поводу вот все-таки профилактики, да. Вот инспектор товарищ говорит о том, что проводится там ряд мероприятий, но мне кажется, что это недостаточно. Вот если перейти на практику, на жизнь, да, что мы часто вот наблюдаем? Инспектора где находятся преимущественно? На дороге. За перекрестком. Ну, то есть это та же самая галерея Осипова, например, на улице Хабарова, да, вот где Якутский научный центр, инспектора стоят. То есть они не занимаются профилактикой, они занимаются только штрафами. Может быть, стоит все-таки инспектора передвинуть, вот перед перекрестком его поставить, чтобы люди как бы видели его, реагировали там своевременно. Вот такое вот пожелание у меня. Угу. Спасибо большое. Ну, я тут постараюсь ответить таким образом, что почему вот вопрос стоял в том, что инспектора стоят после перекрестков, да, а не перед перекрестком. Но тут после перекрестка стоят для того, чтобы фиксация именно нарушения правил дорожного движения. Допустим, если водитель поворачивает правым поворотом, если не пропускает пешехода, то это же нарушение. А если перед перекрестком стоял бы сотрудник дорожно-патрульной службы, то он не фиксировал бы. Ну и нарушения бы не было тогда. Да, и нарушений не было бы. Ну, это же хорошо. Бы. Нет, получается так, что мы берем за практику именно вот, прятаться, да, и ждать, пока правонарушение будет совершено, и потом уже как бы фиксировать. То есть идет какое-то заколачивание как бы денег, да, в виде штрафов. На самом деле там пешеходный переход достаточно большой, да, вот именно в этом месте. И поворачивая с проспекта на улицу Петровского, да, то ты как бы можешь, в принципе, проехать, но там пешеход может заступить буквально один шаг с той стороны, со стороны театра оперы и балета, это вроде как уже нарушение. Да, идет. Да. Но тут же вот человек правильно вопрос задает, почему вы не можете стать где-нибудь чуть поближе к проспекту, да? Тогда просто этот человек это на правонарушение не сделает, и это же хорошо. Чем меньше правонарушений, тем лучше же, или я что-то не понимаю. Ну, тут в этом плане еще и геометрические параметры размещения вот, дорожно-патрульных служб, которые у нас на сегодняшний день ездят по уличной дорожной сети, они не будут же стоять на проезжей части, допустим, если там не устроено там парковочное место или там что-нибудь такое. Ну, а там, там есть же, где вот топка, конечно, там есть много места же. Не, ну, если, допустим, он же не будет стоять, допустим, ну, навстречу транспортным средствам. Ну, это хотя бы будет дисциплинировать же людей. Иногда же вы там стоите. Целенаправленно будем принимать решения соответствующие. Ну вот по поводу первого вопроса, по тем моментам, которые у нас превышение скорости, ну, я цифры озвучу, да, на сегодняшний день с 1 января текущего года зафиксировано 8041 нарушений. 8000 нарушений. То есть это же действенные меры, которые уже приняты согласно ПДД. Ну,
Вообще, как вы думаете, может быть, это надо как-то вот в правовом плане, в правовом ключе, да? Если человек там, ну, нарушения какие-то у него повторяются без конца, да? Да отобрать права и все, дорогой, ходи пешком, сядь на велосипед, в конце концов. Ну, Есть, никого... если превышение идет свыше 80 км в час, то там идет лишение водительского удостоверения. Ну, к сожалению, мы не в идеальном мире живем. Если даже у человека отобрать права, то есть такие находятся, которые и без прав ездят. К сожалению, надо это тоже признать. Поэтому тут необходима именно активная работа инспекторов ДПС. Но в этом плане, да, работаем. На сегодняшний день есть показатели, есть работа, и работает. Ну вот смотрите, еще по поводу вот дорожного, ну, хозяйства, да, как вот наши улицы вообще обустроены, дороги обустроены, да. Вчера я пыталась разговаривать с Вакатовым, он опять-таки говорит, что, конечно, денег вот на все про все, ну, катастрофически не хватает. Это вообще наша беда и, как сказать, да. Но дело в том, что он еще отметил такую вещь, что у нас есть несколько улиц, которые относятся к ведению республики у нас в столице, да, в городе Якутск. И причем участки улиц некоторые. Вот когда до эфира вот мы с вами разговаривали, Михаил Михайлович, вы говорили, что тогда хорошо, давайте улицы вообще нужно как бы закрыть. Ну, это же не выход тоже, собственно говоря. Ну, если на них средства не выделяются на то, чтобы улица, дорога была нормально, так сказать, отстроена, благоустроена, чтобы было всем удобно и пешеходам, и водителям. Ну, эта информация нам известна. На сегодняшний день эти 12 участков улиц строительства велись именно службой госзаказчика Республики Саха-Якутия. Да? Но в уставе у них написано, что они не содержатели. То есть мы поднимаем на сегодняшний день вопрос по содержанию этих улиц. А текущее содержание – это у нас уборка снега с проезжей части, да, нанесение разметки и замена дорожных знаков соответствующих. Мы сейчас вернемся вот к этим, да, к этой проблеме. Алло, здравствуйте, вот у нас люди висят на телефоне. Доброе. Да, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот меня интересует улица Курашова от проспекта до улицы Орджоникидзе. Вот этот вот отрезок Курашова. Там стоянка разрешена возле кинотеатра Центрального или запрещена? Просто когда ты начинаешь ехать, я как автолюбитель, там невозможно просто повернуть, например, направо в сторону Центрального. Потому что стоят эти машины. Они же стоят, получается, на дорожной, проезжей части. Ну, вот те, кто таксует, да? Нет. Это нет, не таксуют. Ну, там просто паркуют автомобили. Да. Сделали парковочную стоянку. Все, спасибо, понятно. И второй вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Я хочу задать вопрос по этому поводу. Вот сейчас много стало светофоров с секундомерами. Вот для пешеходов и для водителей тоже. Побольше бы таких светофоров было бы. И вот водители бы не проскакивали вот так. Они уже издалека видели бы, что светофор уже сейчас будет желтый, потом красный будет. И еще один вопрос по пешеходным переходам. Побольше бы освещенных пешеходных переходов, нерегулируемых. Там освещение вообще слабое. Вот когда туман пойдет, темное время суток, вот, особенно осенью, и пешеходы все в черных одеждах, и не видно. И вот водитель всегда виноват будет, если за светофор, за пешеходных переходов сотрудники ГАИ будут стоять. Спасибо. Спасибо большое. Вот... По вопросу первому отвечу таким образом, что согласно правилам дорожного движения на сегодняшний день знак «Остановка запрещена» установлено согласно правилам дорожного движения. То есть на сегодняшний день водители не должны останавливаться в этом участке улицы, где Курашова, на участке от проспекта Ленина до Орджоникидзе. А кто их должен разгонять-то? Ну, в этом плане сотрудниками дорожно-патрульной службы проводятся работы, то есть профилактические мероприятия, и сейчас работает у нас паркон, то есть автоматическая фиксация, где у нас установлены дорожные знаки, стоянка, остановка запрещена. Вот, а по
Второму вопросу я согласен, правильно замечаете о том, что где нерегулируемые пешеходные переходы, это по окраинам города Якутска, что часто наблюдаем о том, что уличное освещение вообще либо отсутствует, либо не хватает совсем. Но в этом плане я еще раз повторюсь таким образом, что с прокуратурой города Якутска и также совместно с госавтоинспекцией проводятся такие виды работ, которые судом обязываем окружную администрацию, чтобы провели уличное освещение и дополнительно установлены. Мы неоднократно поднимали еще такие вопросы, которые дополнительно осветить именно в перекрестках города Якутска, улично-дорожной сети, уличное освещение дополнительно. Но, к сожалению, из-за тех моментов, которые финансирование, не отвечают. Вот. И хотелось бы добавить таким образом, что в последние моменты, вот в прошлом году, наверное, обратили внимание, что в центральных участках улиц у нас уменьшили энергопотребляемость, то есть путем снижения уровня освещенности на проезжей части. В прошлом году был нами поднят вопрос о том, чтобы улучшить освещенность согласно требованиям нормативных документов, то есть это у нас 20 люксов согласно показания приборов должно быть. И, соответственно, в этом году все отрегулировали, все привели в соответствие, и часто наблюдается у нас по окраинам города Якутска. Это такие, как улицы у нас, получается, в Мархе и в сторону Покровского тракта. В этом направлении мы осенью провели соответствующие виды работ, но, к сожалению, прибор, который определяет именно по части светопропускаемости, по отрицательной температуре не можем измерить. Вот тут радиослушатели очень важный вопрос задал по поводу парковок в неустановленных местах. Да? На самом деле, вот он привел в пример Курашова отрезок, да, но есть еще более вопиющие случаи. Это улица Амосова и Кирова. Да? Да. То есть на Амосова там вообще с двух рядов встают и делают из двухполосной дороги однополосную. Да? И мы видим то, что люди как парковали там свои автомобили, так и паркуют, а реакция от инспекторов ГИБДД недостаточная, потому что люди на нее, собственно говоря, плюют. Да? Вместе с тем, вот напротив ЛТМ сейчас оборудована большая стоянка, да, то есть появилось место, где можно ставить автомобили. У Тагин-Тархана есть большая стояночная база, да? Неужели нельзя их оттуда разгонять? Силами госавтоинспекции и дорожно-патрульной службы всех разгонять — это один вопрос из тех. А самый основной вопрос на сегодняшний день — это рост автомобилизации. И потом еще, когда открывается у нас Газпромбанк, Алмаз-Эргенбанк, плюс еще МФЦ, парковочных мест органы местного самоуправления где обеспечиваются? Я такой вопрос хочу задать. Я только что сказал же, новая парковка появилась, где ЛТМ, можно туда всех загонять. Просто если начать заниматься этим продолжительное время, то люди привыкнут ставить автомобиль чуть подальше. Менталитет у наших водителей совсем, хотя бы, друзья, северные условия учитывают и то, что хотят остановиться, допустим, возле... желательно прям заехать на крыльцо. Да, вот так вот останавливаются. И парковочное место побольше надо сделать, проектировать надо побольше, потому что это все проблема и не только Республики Саха-Якутия, города Якутска, а это по всей России. Так. В общем, давайте не будем как-то обобщать, да, нам бы в своем, как говорится, дворе разобраться, да? Да, вот смотрите, еще есть показательный случай, да, вот мы говорим, что парковочных мест не хватает в городе, и это правильно, да, но вот как поступает именно наша власть здесь, да, есть дом правительства номер 2, они установили шлагбаум и огородились от всех, и общую парковку превратили в увеличенную. Да. Насколько это правильно? Как вы думаете? По поводу парковочного места Дом правительства 2 со стороны улицы Кирова, имеете в виду, да. Как раз, и там провели соответствующую проверку, и они свою парковку ограничили таким образом, в собственность перевели.